тут пошел. Понял. А, ты же запомнишь, 33. После матча не собираться. Что после матча? Честно, попал на норм, говорят, да? Не знаю. Так, меня, видимо, видно, короче, я ПДФ 2, и, то есть, это у меня чара.
Жестче там, да? Работать. Длинные же. Стиками туда, да? Слушайте, а это так можно было сделать? Автомобилем туда считай. У меня, короче, сколько бензина пользовался. Вот я проезжаю на 10 литров, Тут не выйдет. 10 литров 500. Себя подготовить тоже. Так, смотри, короче, это будет стоить штука отличная. Опа, это вот типа кончится, бензин. Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня в рамках 6-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги первенства Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения состоится игра между командами краевой спортивной школы Олимпийского резерва город Владивосток и Армика город Якутск. На поле приглашается команда краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта, в частности футбола. Мы начинаем прямую трансляцию матча 6-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. И сегодня в Якутске на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского футбольный клуб «Арктика» принимает команду комплексной спортивной школы Олимпийского резерва из города Владивосток. Ну что ж, команды уже вышли на поле, и сейчас, конечно же, пройдет церемония рукопожатий и жеребьевка. Что же касается турнирной таблицы, да, дорогие друзья, сейчас КСШОР идет в группе лидеров, а если быть точнее, то команда из Владивостока располагается на второй позиции турнирной таблицы. В 4 играх команда одержала 4 победы, 100% результат, и с 12 очками она располагается на второй позиции. Что касается команды хозяев поля, сейчас «Арктика» идет на 9-й позиции, имея в активе 3 пункта после 5 игр. Отметим, что команда КСШОР сыграла на одну игру меньше. Ну что ж, давайте перейдем к составам играющих команд, и, как полагается, мы начнем с команды гостей. Команда КСШОР. На воротах у нас Александр Казаков, номер 1, 25-й номер Денис Шкабой, 17-й Артем Аграфенин, 15-й Константин Гущин, 21-й Артем Камбаров, 14-й Макар Наговицын, 8-й номер Глеб Зорин, 24-й Никита Воевода, 19-й номер Никита Кузубов, 12-й номер Алексей Спиридонов, 7-й номер Данил Селищев. Главный тренер команды Алексей Ряхин.
Футбольный клуб «Арктика», Якутск. Вратарь номер 1 Александр Лазарев, 20 номер Арсен Лыткин, 11 Тимур Сивцев, 10 Сергей Куркутов, 15 Артем Турляков, 7 Никита Угай, капитан команды, 9 номер Ихал Филиппов, 14 Алексей Башуров, 17 Никита Гамзяков, 2 номер Илья Левашкин и 5 номер Алексей Захаров, главный тренер команды Прокопий Федоров. Ну и давайте теперь представим судейскую бригаду, которая обслуживает данную встречу. Главный судья у нас Марк Умаров, ему помогают боковые Павел Нестеров и Илья Герасимов. Ну что ж, озвучил я состав играющих команд, представил судей, представлюсь теперь я. Для вас у микрофона работает Власий Сергеев. Ну что ж, все готово для старта данной встречи. Марк Умаров дает стартовый свисток, и, дорогие друзья, мы начинаем. 6-й тур ЮФЛ. Арктика принимает Ксшор из Владивостока. Игра началась вот с такого вот заброса, и, конечно же, вратарь Арктики без всяких проблем мяч зафиксировал. Арктика играет в синей форме, синие шорты, синие футболки, ну и, соответственно, у нас гости в желтых футболках и в синих шортах. Контролирует мяч хозяева поля. Вот сейчас Арсен Лыткин не смог, обработать мяч как следует, и потеря. Правым флангом сейчас будет атаковать команда гостей. Мяч удалось сохранить в поле. Сейчас будет борьба за игровой снаряд. И забегают гости по правому флангу. Массивная такая атака идет в исполнении футболистов из Владивостока. Мяч уже в штрафной. Но тут, конечно, защитники справились. От ворот. Мяч будет вводить в игру Александр Лазарев. Нет, страж ворот якутской команды передает право введения мяча своему сокоманднику. Но в центре поля никого не оказалось, и мячом завладели футболисты Ксшор. Вот я уже говорил, в начале трансляции, то, что команда из Владивостока имеет стопроцентный результат, то есть 4 игры, 4 победы, дорогие друзья. Команда из Владивостока идет очень хорошо, очень убедительно в текущем сезоне. Если говорить о результатах, то в первом туре они со счетом 4-1 на выезде обыграли Сахалин. Во втором туре Ксшор со счетом 5-1 обыграл СКА Хабаровск. И в третьем туре Ксшор со счетом 8-0 разгромил Локомотив. И вот в последней игре они со счетом 4-0 победили команду Океан. То есть получается 21 мяч ребята из Владивостока забили, и при этом пропустили всего 2. Согласитесь, очень впечатляющая статистика, впечатляющие цифры. Ну а что касается Арктики, то, к сожалению, для якутских любителей футбола команда в 5 играх одержала только 1 победу. Это мы говорим о стартовом матче в рамках первого тура. Подопечные Прокопия Федорова дома со счетом 2-0 одолели Белогорец из Белогорска. Но после этого пока победы не идут. Но, конечно же, команда работает над ошибками. И посмотрим, что сегодня будет у нас на стадионе Туймада имени Николая Николаевича Тарского. Это одна из главных спортивных арен Республики Саха-Якутия. Стадион красавица вместимостью 12 тысяч. Большая арена. И сейчас штрафной в пользу гостей. Неспешно атакует Ксшор. Будет организовывать команда позиционную атаку. Здорово перекатывают мяч. Ну и, как только сказал, как только похвалил, вот такая вот ошибка. Ну, по владению мячом в начале игры, то, что вот мы можем заметить, то, что команда из Владивостока больше контролирует мяч. Атака левым флангом. Данил Селищев мог сейчас выходить на ударную позицию, но защитники Арктики смогли отвести угрозу. Кстати, вот отмечу, Данил Селищев под 7-м номером, который выступает в Ксшоре, он у нас идет на второй строке гонки бомбардиров. В 5 играх он смог отличиться 5 результативными ударами. С результативностью у этого молодого человека все
в порядке. Также мы можем отметить в составе команды гостей под 24 номером Никиту Воеводу. Он у нас является лучшим ассистентом текущего сезона. В его активе 6 результативных передач. Ну, действительно, я уже говорил о том, что КСШОР очень много забивает. И, конечно, вот Никита Воевода и Данил Селищев, они большую лепту внесли в такую вот, ну, в такие вот результативность, да, такую нападение. Также есть Егор Устинов в составе КСШОР. Он является лучшим бомбардиром, у него 6 голов, но сегодня его в заявке нет. Не знаю по какой причине, может травма. Александр Лазарев вводит мяч в игру. Борьба в воздухе. У нас Арсен Лыткин в составе Арктики. Такой коренастый молодой человек. Он всегда вот цепляется за мячи, любит и умеет, да, вот, вступать именно в физическую борьбу. Цепкий игрок. Александр Казаков отдает ближнему. И снова позиционная атака в исполнении футболистов КСШОР. Мяч покидает пределы игрового поля. А если говорить вообще об этих соревнованиях, да, дорогие друзья, у нас юношеская футбольная лига, вот именно по Дальнему Востоку, да, в этом году впервые проводится. 10 команд оспаривают звание сильнейших. Мяч доходит до Лыткина. Но какая-то небрежная передача назад. И Угай, капитан команды, сейчас отпасывается со своим сокомандником. Атака будет идти, видимо, по центру. Ну, неточная передача в исполнении Алексея Баширова. И сейчас ответная атака гостей. И тут здорово сыграл Гамзяков. Прикрыл мяч корпусом. Но передача адресовалась, конечно же, Арсену Лыткину. Я говорил то, что может он хорошо вот бороться, да, цепляться за мячи, но вот именно вот такие быстрые рывки — это не по его части, как я считаю. И снова мячом владеют гости. Арктика с мячом. Куркутов делает передачу назад. Так, ну тут Угай. Нарушение правил. Нарушали правила против Никиты Угая. Никита Угай, ну, это парень такой видный в составе нашей команды, в составе футбольного клуба «Арктика». Много двигается всегда. Хорошие скоростные данные у парня. Может он и в дриблинге себя показать. Многое будет зависеть именно в атакующей фазе, именно от действий вот 7-го номера Арктики. Аут. Поднимается мяч в воздух, и тут потенциально опасная вот передача адресовалась Алексею Спиридонову, но на первых минутах, хоть и моментов больше, да, у КСШОР, защитники Арктики действуют пока внимательно. Но можем заметить, что обе команды сделали ставку на владение, да, нет таких каких-то быстрых атак, да, нет такого, чтобы обе команды, сломя голову, шли вперед. Оба коллектива предпочитают вот на первых минутах, по крайней мере, вот организовывать свои атаки вот неспешно. Вот сейчас потеря, и КСШОР в атаке. Мягкий наброс в штрафную. И что сейчас будет? Вратарь первый на мяче. Александр Лазарев своевременно покинул вратарскую. Сыграл на опережение. Ну вот да, что-то у нас темп увеличивается. Неточная передача. И сейчас с мячом у нас был Баширов. И сейчас
Башуров ищет взглядом сокомандника. Налево можно дать. Неточная передача, но мяч сохранили футболисты Арктики. Но сейчас уже потеря, да. Опасная атака была в исполнении якутян. Вот слева был игрок, конечно, свободный, но Башуров несколько мяч задержал. Хорошая передача. Обработать бы. Лыткин выбегал на эту передачу, откликнулся. Но, к сожалению, для Лыткина и болельщиков якутской команды обработать мяч не получилось. Совладает, да, с мячом в этом эпизоде. И, конечно, это выход 1 на 1 и 100% голевой момент. С мячом гости. Снова наброс. Вот. Так, ну тут, конечно же, нарушение правил. Нарушение правил. Не прав в этой ситуации Никита Кузубов. Ну, да, удивительно, что вот такие передачи, да, случается вот непосредственно, да, вот внутри штрафной, могли вполне привести себе. Но если не гол, то опасный момент 100%. Борьба за мяч в центре поля, по итогам которой игровым снарядом завладели гости. Передача на левый фланг очень хорошо получилась. Тут у нас на этом фланге был Алексей Спиридонов. Очень жарко сегодня в Якутске, плюс 31. Поэтому я думаю, все-таки, как и в предыдущей, да, домашней игре, да и вообще в целом, когда вот такая температура стоит, по-настоящему летняя погода, я думаю, что будут у нас перерывы на водопой. Стандартное положение сейчас будут разыгрывать футболисты Арктики. У мяча Никита Угай. Заброс на правый фланг. Тимур Сивцев у нас несет ответственность, да, за правый фланг. И мне показалось, что Тимур несколько был не готов, да, к этой передаче. И не смог он в эту зону своевременно забежать. Ну и, скажем, отметим то, что передача тоже немножко сильной получилась. Очередная позиционная неспешная атака в исполнении футболистов Ксшор. Но команда из Владивостока вот в последние минуты, да, вот начала активно использовать вот эти вот забросы. Но опасно иногда получается. И вот сейчас после этого заброса футболисты из Владивостока заработали угловой удар. Посмотрим, что из этого получится. Много-много забивает Ксшор. Еще раз напомню, 21 мяч они забили при всего 2 пропущенных. То есть команда хорошо атакует и защищается также успешно. Ну что ж, посмотрим, что они придумают. Домашняя заготовка. Что ж, передача в штрафную. Стеночку решили сыграть, да, внутри штрафной якутской команды. Но до опасного момента дело не дошло. Попытка удара с дальней дистанции. С мячом футболиста Арктики. Но тут передача, конечно же, адресовалась Тимуру Сивцеву. Точности не хватило. Могло получиться, в принципе, очень и очень опасно. Ну, процент брака также, ошибаются также и гости. Вот сейчас в обыгрыш пошел у нас Алексей Захаров, но не получилось. Итак, напомню, что у нас
Команда Аксшор у нас идет на второй позиции. И Никита Угай с мячом. Хорошо, тут хорошее подключение и положение вне игры. Положение вне игры. В офсайд у нас забежал Тимур Сивцев. Но я хотел бы напомнить, дорогие друзья, что вы можете, да, быть в курсе всех событий вот, касательно данных соревнований за счет социальных сетей. Следите за новостями лиги, вот, расписанием, да, и результатами матчей вот, в социальных сетях, в официальных страницах Instagram, ВКонтакте, Telegram. Найти их очень просто. Просто набирайте UFL DV. Ну, то есть юношеская футбольная лига Дальний Восток. И вы сразу очень легко разберетесь, все найдете. И там у нас, конечно, все очень подробно освещается. То есть отчеты матчей, фотоотчеты, результаты, расписание. Ну а тем временем у нас гости сейчас могут организовать очень опасную контратаку. Перевод передачи на левый фланг. Касание. Ну видим, да, хорошая школа у Аксшор. Это заметно, заметно. Я думаю, вы сейчас могли услышать, да, могли слушать Алексея Ряхина, главного тренера Аксшор. Остался он недоволен действиями своих подопечных в этой атаке. Так, Илья Левашкин у нас лежал на газоне, но поднялся. Обошлось без повреждений. Никита Угай делал передачу назад, и Алексей Башуров. Тут, конечно, тяжело ему было что-либо придумать, и в итоге мяч был отправлен за пределы игрового поля. Контролируют мяч гости. Организовать атаку через правый фланг не получилось, и нарушение правил в пользу хозяев поля. Никита Угай делает передачу. Так, что у нас тут? Ну, по всей видимости, игра рукой, как я понимаю. Не смог, да, толком обработать Тимур Сивцев, хотя еще рядом был и Арсен Лыткин. Роль наконечника, да, вот исполняет 20-й номер Арктики. В атаке гости. Но тут в подкате хорошо стелится Никита Гамзяков. Подстраховал. И очередной угловой зарабатывают футболисты Аксшор. В предыдущем случае, да, мы помним то, что они разыграли, вот, продемонстрировали нам такую домашнюю интересную заготовку. И тут сейчас звучит свисток, Марк Умаров сейчас проведет профилактическую беседу. Во вратарской там у нас активная борьба идет. Итак, смотрим. Много игроков в штрафной Якутяна. Но мяч перелетел всех. Но получится тут, конечно, сохранить мяч и попытаться вот передачу с противоположного фланга сделать. Но мяч ушел в аут. Ну, на первых вот половину тайма примерно команды отыграли. И пока вот таких по-настоящему опасных моментов мы еще не видели. Есть полумоменты, и не сказать, что какая-то вязкая у нас игра идет, да. На самом деле мяч катится, активно катится. И позиционно команда атакует. Ну и периодически у нас темп вот резко, да, поднимается за счет длинных передач, забросов. Но это больше касается, конечно, команды гостей. Ну и якутяне тоже передачи делают такие длинные, да, но пока вот с приемом у нас не получается. Контролирует мяч гости.
лидирует в таблице у нас футбольный клуб Благовещенск. Из одноименного города, ну, он лидирует еще за счет того, что вот, в отличие от Шор, да, вот Благовещенск успел отыграть 5 игр. И у Благовещенска также стопроцентный результат, то есть 5 игр, 5 побед. И сегодня Ксшор, конечно, прилетел в Якутск с мыслями, конечно же, добыть 3 очка. И потом, конечно, там уже все будет зависеть от дополнительных показателей. Ну, в этом плане у Ксшор, как мы уже отмечали, да, не раз, все в порядке. 21 мяч они забили, 2 пропустили. То есть плюс 19 разница мячей. Правым флангом атакуют гости. Денис Шкабой продемонстрировал, да, что в случае надобности может он пойти в обыгрыш. Активен Шкабой на правом фланге. Ну и, как я говорил, да, вот небольшая пауза для того, чтобы игроки попили воды и заодно, да, получили наставления от своих тренеров. Уверен, что как Прокопий Федоров, так и Алексей Ряхин сейчас, пользуясь случаем, да, конечно, поговорят со своими подопечными и будут вводить корректировки. Ну, если они нужны. Небольшая пауза. Я вижу, что сам Марк Умаров тоже попил водички. Напоминаю, что в Якутске сейчас плюс 31. По-настоящему летняя погода. Но у нас еще смог стоит. Если бы не было смога, то тут, конечно, бы совсем жарко было бы. Ну что ж, воды попили, наставления получили. Футболисты возвращаются на свои позиции. Чуть не сказал на поле. Конечно, поле никто не покидал, согласно правилам, да. И аут. Мяч будет сейчас вводить Никита Гамзяков. Ну, сейчас мы можем, да, вот заметить, как высоко встречает Ксшор своих соперников. Абсолютно все полевые игроки сейчас находятся на стороне, на половине поля якутян. Еще один аут в пользу Арктики. Перевод нужен на правый фланг. Тут у нас Тимур Сивцев. Что? На мяче первый был Александр Казаков. Это показалось, да, то, что Сивцев мог вполне успевать к этому мячу. Хорошо играет в отборе у нас Тимур Сивцев. И передача от Лыткина. Ну что, тут отбороться не получилось. Ну, отмечаем, конечно, 11 номера хозяев поля. Очень здорово дважды, да, сыграл в отборе, на перехвате. И практически вот в одиночку организовал этот момент, опасный момент. Артем Камбаров. У нас Камбаров у нас маячит, да, постоянно на левом фланге. Очень футбольная фамилия, согласитесь. Но тут может опасно получиться. Арктика сейчас побежит вперед. Лыткин с мячом. Можно отдать обратно. Ну что ж, что решит Лыткин? Дождался своих соперников. Но тут уже Ксшор вернулся. Ну да, захлебнулась атака. Могло получиться вполне, да, вот опасно. Но не самым удачным образом распорядились мячом атакующие игроки Арктики. Ну, у Лыткина был вариант отдать передачу налево, но Лыткин предпочел дождаться поддержки.
Хорошо развернулся тут Селищев. И аплодисменты адресованы Александру Лазареву. Александр Лазарев уже неоднократно, да, уже который раз хорошо читает игру, чувствует движение соперников и уже который раз своевременно он покидает свои владения и опережает, играет на опережение. Ну что ж, сейчас можно организовать атаку. Алексей Башуров делает передачу на Лыткина. Лыткин отыгрывает назад неудачно. Илья Левашкин, казалось бы, да, то, что удачно подстраховал. Сейчас опасно может получиться. Смотрим, есть удар. Пробивал Алексей Спиридонов. Целился он в правый от себя верхний угол. Но мяч пролетел мимо. Начинает, да, вот свои атаки Арктика, вот, когда от ворот, да, обязательно разыгрывают. Еще, вот, ну, кажется, один раз только вот был ввод мяча вот, за счет именно такого выноса. Но преимущественно вот с ближними играют, разыгрывают. Так, ну тут, конечно, нарушение правил против Никиты Угая. За майку держали. И у нас первая желтая карточка в этой встрече. Ее удостоился Глеб Зорин, если не ошибаюсь. Первый горчичник. Ну тут, конечно, да, тут... Да, Глеб Зорин получает первую желтую карточку в этой встрече. Но тут, безусловно, конечно, нарушал он правила, знал. Прекрасно знал, на что шел. Конечно, тут Никита Угай с его-то скоростными данными, да, вот если бы он, дай ему возможность, он разогнал бы атаку своей команды. И перспективная, конечно, атака могла получиться. Ну и вот ценой желтой карточки Глеб Зорин эту атаку прервал. Наброс в штрафную. Алексей Захаров откликнулся на этот заброс. Ну, малого не хватило, конечно. Ну, Арктика своих соперников встречает не так, как, конечно, Аксшор на своей половине поля. Находятся, да, якутяне, когда атакуют гости. А вот что касается Аксшор, вот в предыдущие, да, атаки мы видели, что они все, абсолютно все полевые игроки находятся на половине поля своих соперников. Опасно сейчас может получиться в атаке гости. На правом фланге у нас сегодня очень активен Никита Воевода. Лучший ассистент турнира. 6 голевых передач у этого молодого человека. Нарушение правил. Очень активно вот, указания дает Алексей Ряхин, главный тренер Аксшор. Я не знаю, вот слышно ли вам. Вот, прям в технической зоне очень активно раздает указания своим подопечным. И посмотрим, как сейчас будут разыгрывать мяч. Передача в штрафную. И мяч покидает поле. Будет аут, а не угловой. Ну, Аксшор в предыдущих встречах, да, вот пропускал минимум один мяч. Всего 2 пропустили они, вот, и распечатать, да, вот ворота команды из Владивостока удалось Сахалину и Хабаровску. В остальных встречах Аксшор не пропускал. Ну, тут опасно мог сейчас пробивать, да, Данил Селищев. Для него был бы это, если бы он забил, для него был бы это уже 6-й точный удар. Но, к счастью, для футболистов Арктики обошлось.
Такое ощущение создается, что у нас наоборот Шор, да, играет дома. Я говорю именно про цвет формы и вот цвета трибуны. Ну и старается, конечно, команда из Владивостока так по-хозяйски, да, вот играть за счет контроля мяча и так далее. Но Арктика, как мне кажется, очень хорошо играет против такого сильного соперника, да, который любит и умеет держать. Разыгрывают мяч футболисты Арктики. Неточная передача. Тут как бы не спешил, да, Тимур Сивцев. Тут, ну, конечно же, не успевал он никак. Передача неточная. Ну хорошо, да, пасуются-то гости на коротке. Вот такие быстрые передачи в касание. Выбежали якутяне на контратаку, но атака захлебнулась, и сейчас уже мячом владеют гости. Передача вперед. Данил Селищев, да, вот у нас столба играет в команде гостей. Физически очень мощный молодой человек, и, конечно, тут он может потолкаться, да, и, конечно же, на втором этаже хорошо сыграть. Защитникам якутской команды нужно очень внимательно играть седьмым номером. Перехват в исполнении Гущина, и передача идет далее. И вот сейчас Селищев выходит на ударную позицию, пробивает. Но Илья Левашкин блокирует этот удар. Скидку делал Селищев. Продолжают владеть мячом гости. Есть удар! Ну, залети мяч в ворота, это есть удар! Ворота, спокойно претендовать на лучший гол тура. Вот Алексей Спиридонов, конечно, да. Юркий такой игрок, мобильный. Ну тут, конечно, нарушение правил. Ну что тут разводить руками? Конечно, вот удар по ногам сзади. Макар, тут, конечно, нарушение правил. Нарушал правила. Что тут разводить руками? Я отмечу, что в этом возрасте, да, у нас играются не 45 минут, да, как во взрослом футболе. Тут у нас один тайм длится 40 минут. Прессинг не принес, да, результатов. Сергей Куркутов включался в прессинг, и мы видели то, что вот как здорово, да, Тимур Сивцев резко прессинговал своих оппонентов и за счет этого вырывал мяч. Ну вот как сейчас хорошо, здорово Никита Угай перехватил мяч. И передача на Сивцева, тут надо побороться. Ну что ж, опасный момент. Мне кажется, надо побороться. Вот, Тимур ну что ж.
Не поверил, что Опасный момент. у него. Тут, конечно, небольшая неразбериха в защите у гостей. А защитник, ну, вроде бы, да, вот прикрывал мяч корпусом, но Тимур Сивцев смог все-таки совершить что-то подобие вот, удара, но мяч мимо ворот пролетел. Ну вот видим, как активно, да, у нас за мяч борется Данил Селищев, один из лучших бомбардиров команды, да и всей юношеской футбольной лиги. Но с такими физическими данными, конечно, нужно бороться. В рамках правил, разумеется. Но чаще правым флангом атакуют гости сейчас. Заброс в штрафную. Тут Гамзяков, конечно, на месте. Аут в пользу команды гостей. Ну, 36 минут отыграли команды. Я напоминаю, что в этом возрасте один тайм длится 40 минут. Ну, что мы можем сказать по первому тайму, да? Есть такие полумоменты, опасные, потенциально опасные моменты со стороны обеих команд. По владению мяча, не скажу, что прям какое-то такое серьезное преимущество есть у Укс-Шор. Владеет больше, да. Но ошибаются гости. Также они ошибаются. Ну, Якутия, конечно, Арктика, конечно, играет преимущественно вот, ну, на взрывах, скажем так. Когда вот включается резко, так активно включается прессинг или же за счет длинных передач включается. Ну, по сопернику, конечно, играет Арктика, потому что Укс-Шор в лидерах таблицы. Хорошо в подкате играет у нас Алексей Баширов. Якутский Эдгар Давиц под 14 номером играет у нас в составе Арктики. Хороший заброс, и сейчас можно пробить. Да, есть удар, и тут, конечно же, должен быть первым на мяче Александр Лазарев. Ну, если вот вернуться, да, к сравнению Баширова с Эдгаром Давицем, конечно же, понятно, что это связано с очками. В атаке Укс-Шор хорошо сейчас может получиться. Дойдет ли дело до удара? Передачу Никита Воевода хотел сделать вдоль ворот. Но Арктика, конечно, сегодня очень уверенно обороняется. И будет угловой. Никита Воевода готовится подавать. Закручивает мяч во вратарскую. Александр Лазарев. Как же спокоен, да, страж ворот Арктики. Там забегал игрок Укс-Шор, но Лазарев был уверен, что он будет первым на мяче. Не получилось у якутян выбежать в контратаку быструю. Ну и организовать атаку вот сейчас может получиться. Тимур Сивцев с мячом делает передачу на Никиту Угая. Никита Угай дальше на Лыткина. Лыткин. Пытался он сделать заброс, да, вот в сторону штрафной на Никиту Угая, но не получилось. Итак, мягкая такая передача адресовалась Сергею Куркутову. Близится к завершению первый тайм. Вот интересно, сколько Марк Умаров добавит минут к первому тайму.
Ну, не сказал бы, что остановок прям было много. Были, конечно, там пару нарушений правил. Ну и одна остановка на водопой. Ну, не знаю, мне кажется, если добавить минуту, то вполне будет логично. Нарушение правил. И мяч будут вводить в игру якутяне. Ну, в такую жару играть, конечно, тяжело. Плюс 31 в Якутске. По-настоящему летняя погода у нас стоит. Помнится, когда первая у нас домашняя игра на стадионе Туймада проходила, тогда очень сильный дождь прошел до старта игры. Погодные условия, да? Попытка дальнего удара. Ну, это уж совсем не точно получилось. Так, и Марк Умаров добавляет 1 минуту к первому тайму. С мячом гости. Передача по правому флангу. Активно очень команда Владивостока использует правый фланг. Преимущественно через эту часть поля организовывают атаки гости. Развернулся в этом эпизоде Турляков. И Арктика будет... Ну, неправильная такая передача. Опасно может получиться. Есть удар. Но Александр Лазарев тут, конечно, все полностью контролировал. Да и удар получился не таким трудным, но прямо во вратаря. Да, и, конечно же, Лазарев спокойно мяч зафиксировал. И Марк Умаров дает свисток на перерыв. По итогам 40 минут основного времени и 1 минуты компенсированной на табло стадиона Туймада у нас горят нули. И футболисты отправляются отдыхать. Отдохнем и мы с вами, дорогие друзья. Увидимся после перерыва. Оставайтесь с нами.
Есть удар! Тут надо побороться. Пустой! Опасный момент. Пролетел. Равняет Борис Антонов Феликсов. Один из лучших бомбардиров. Заброс, и сейчас можно пробить. Да, есть удар, и тут, конечно же, должен быть первым хорош подавать. Закручивает мяч во вратарскую. Но неправильно такая передача. Опасно может получиться, есть удар. Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта, в частности футбола. Мы начинаем прямую трансляцию матча 4-го тура Дальневосточной юношеской лиги. Сегодня в рамках этой встречи на поле стадиона Туймада в Якутске сойдутся команды «Арктика» и «Благовещенск». Нас с вами ждет очень интересная игра. Сегодня якутяне на своем поле принимают одного из лидеров этой, Ю-17, Ю-18, действительно, на примере РПЛ, да, все серьезно. Но давайте досмотрим эту атаку. Вратарь выходит, обыгрывает. Так, падение, и что у нас решит судья Макар Янчук? Красная карточка. Но тут, да, он, конечно, вынужден был, да, выбегать, может быть, не совсем своевременно вот вышел. Конечно, мы попробуем разобраться благодаря повтору, но у нас удаление. Таким образом, Иван Дегтярев поле покинет. Смотрим. Но тут, да, конечно, он позиционно уже проиграл, был вырезан из этого эпизода. И разыгрывать футболисты Благовещенска. Давайте смотреть. Ну, последует подача. Нет, это удар. Удар, с которым не без труда справляется Алгастан Семенов, вышедший. Передача в центр. Это у нас Полухин может бить. Есть удар. И вновь в игру вступает Алгастан Семенов. Но атака продолжается. Тут, конечно, надо выбить. Подали футболисты из Благовещенска. Тут опасно. Удар вдоль ворот. Почему все стояли, это интересно. Половины поля. У нас, конечно, Благовещенск совсем прижал уже якутян к своим воротам. Да, вот выбраться никак не получается. Здорово. До удара дело доходит. И вновь в игру вступает Алгастан Семенов, но результативных действий у нас все еще нет. Захлебнулась атака в самом ее начале. Сейчас Полухин. 1-0, дорогие друзья. Гости выходят вперед. Савелий Полухин зажигает свою фамилию на табло. На повторе, как же у нас все получилось. Но это, конечно, концовка этого эпизода. Полухин здорово вышел на рандеву с Алгастаном Семеновым и очень хладнокровно реализовал этот момент. Вот мы видим, как постоянно, да, вот футболисты Благовещенска идут вперед, атакуют. И сейчас еще один момент. Так, ну тут второе удаление не получить бы. Пенальти. Пенальти сразу. Янчук сразу показал на точку на этот момент. Итак, Стрижаков против Семенова. Уверенно. Андрей Стрижаков очень уверенно реализовал этот пенальти. Хотел вот сыграть, да, вот стеночку с Семеновым. Тут и попытка сыграть пяткой была. Так, что у нас тут по офсайду? Положения вне игры нет. Нужно идти вперед. И есть удар! Ну что ж, первый гол. Первый гол забивает Арктика в этой встрече. И, дорогие друзья, это первый мяч, который пропустили футболисты Благовещенска. Ведь в 3 играх они забили, как я уже сказал, 14 мячей. И при этом не пропустили ни одного. И вот первый гол. Никита Лугай все-таки вот со второй попытки, получается, выбежал 1 на 1 и со второй попытки вот реализовал. Аналогичный у нас момент был где-то минут 10 назад, может быть, чуть больше. Да? Тогда вот Угая догнали. Как они вступают в борьбу. Ну а сейчас опасный момент. Мяч доходит до середины штрафной, но удар-то будет опасно. Тут уже якутяне все вернулись в штрафную. Удар есть. Здорово. Хорошее спасение в исполнении Благовещенска. Я напомню, что команда вот, гостей, да, есть удар. Штанга. И второй удар. Ну, конечно, со вторым ударом тут секунды
первой 40 минутки. В атаке проводят гости. Ну что у нас тут? И добивание. Алгыстан Семенов, видимо, не поверил, да, что мяч летит в створ. Вот демонстративно, да, провожал просто взглядом игровой снаряд в этом эпизоде. Но мяч угодил в штангу, а затем и самого стража ворот. Ну а затем уже, конечно, Алгыстан уже был бессилен. Вот видим, да. Что тут уже сделаешь? Тут аж 2 игрока. Звучит свисток на перерыв. Под самый занавес футболисты Благовещенска забили 3-й мяч и при счете 2-й строке. Ну а после победы она временно выйдет на первую позицию. Опасный момент у ворот якутян с мячом. Попов, лучший бомбардир. Так, пенальти. Пенальти, дорогие друзья. Ну, я говорился, Максим Попов не лучший бомбардир. Он идет на 2-й строке бомбардирской гонки. Ну и кто знает, сейчас он заработал пенальти, может, на правах того, кто заработал, будет пробивать. А нет, я вновь вижу Андрея Стрижакова в штрафной. Андрей. Итак, смотрим. Ух, мимо! Мимо! Андрей Стрижаков не воспользовался шансом. Всегда он активно вступает вот в борьбу. Ух, какой момент, дорогие друзья. И это 4-й мяч в исполнении футболистов Благовещенска. Нет, рано поздравлять гостей. Был зафиксирован офсайд. 3-1 с таким счетом у нас завершилась игра. Поздравляем мы Станислава Харитонова. Дорогие друзья, для вас у микрофона работал Власий Сергеев. У нас еще по плану будет интервью с участниками данной встречи. Так что оставайтесь с нами.
Еще раз приветствуем всех любителей спорта, в частности футбола. Мы продолжаем прямую трансляцию матча 6-го тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В рамках этой встречи Арктика из Якутска дома у себя на стадионе Туймада принимает комплексную спортивную школу Олимпийского резерва из города Владивосток. Итак, второй тайм у нас стартовал. И давайте смотреть, что же нам команда предложит во втором отрезке. Первый тайм у нас завершился без взятия ворот, хотя мы стали свидетелями очень интересного футбола. Много владеют команда мячом, много перекатывают, и опасных моментов было, конечно, не так уж много, но я думаю, команды все оставили на второй тайм. Ну и давайте смотреть. Пока мы начинали, трансляцию, у нас двойная замена прошла в составе команды гостей. У нас Тимофей Нефедов вышел по 4-м номерам и Семен Сухинин. Правда, не успел я разглядеть, кто же покинул поле, но с этим мы разберемся, как получим информацию, конечно, мы ее озвучим, попытаемся разобраться по ходу встречи. В атаке Арктика, и сейчас можно тут что-нибудь придумать. Передача на правый фланг, следует навес во вратарскую. Александр Казаков на месте. У нас Ксшор идет в лидерах юношеской футбольной лиги. Команда занимает второе место. В 4 играх команда из Владивостока одержала 4 победы. Ксшор много забивает. 21 мяч. Игроки Ксшор забили и при этом пропустили всего 2. Ну, у Арктики пока что дела идут в плане турнирной таблицы похуже. Команда одержала 1 победу в 5 встречах. Первая победа у нас была одержана в первом туре, ну и затем в последующих 4 матчах подопечные Прокопьева, Федорова добиться победы никак не могут. Ну, с календарем, конечно, не сказать, что не повезло, но тяжелый календарь, конечно, у якутян. Сейчас играет Ксшор, ранее тоже с лидером таблицы встречались. Борьба за мяч. И тут, конечно, Данил Селищев. Опасный момент и прострел вдоль ворот. Конечно же, он адресовался Селищеву, но тот не успел откликнуться на эту передачу. И первый по-настоящему опасный момент во втором тайме. Хороший опасный момент и прострел вдоль ворот. Конечно же, он адресовал. Чем ответят якутяне? Неточный вынос вперед. Тут, конечно, надо включить прессинг. Звучит свисток. Видимо, рукой себе помог футболист Ксшора в этом эпизоде. Никита Угай сейчас будет разгонять атаку своей команды. Разбегается Никита. Но тут, конечно, первый на мяче был Семен Сухинин, который как раз-таки вышел во втором тайме. Свежий игрок. На свежих ногах был на мяче первый. Гамзяков. Как бы тут не ошибиться, практически в последнего играет 17-й номер Арктики. Неточная передача. Мяч вбрасывается с аута. Тут за игровой снаряд борьбу у нас вел Арсен Лыткин. Ну, как я понимаю, он сохранил мяч для своей команды. Да, так и есть. Аут в пользу Арктики. Не согласны с этим решением Марка Умарова футболисты команды гостей. Но судье виднее. Гамзяков будет вводить мяч в игру.
И в атаке Аксшор адресовалась передача Селищеву, но на перехвате хорошо сыграли якутяне. Сейчас у них есть возможность организовать свою атаку. Но тут, к сожалению, мяч покинул предел игрового поля. Боковые, конечно, внимательно следят за тем, как передвигается мяч. Боковые, напомню, у нас сегодня Павел Нестеров и Илья Герасимов. Вот, линейные. И главный арбитр сегодняшней встречи Марк Умаров. Марк Умаров у нас из Хабаровска, если я не ошибаюсь. В предыдущем туре Арктика играла в Южно-Сахалинске против местного Сахалина. И подопечные Прокопия Федорова в этой встрече уступили со счетом 3-1. А что же касается Аксшор, то Аксшор в предыдущем туре, да, вот дома принимал Океан. И в этой встрече команда из Владивостока отправила 4 безответных мяча в ворота Океана. Вообще, вот я уже говорил, да, о том, что Аксшор у нас очень уверенно идет. 4 игры, 4 победы. Ну и забивает много. Вот, например, 1-4, 1-5, 8-0, 4-0. И поэтому, вот, как я вижу, да, вот мое личное наблюдение, вот Арктика, конечно же, играет по сопернику. Я уверен, что Прокопий Федоров очень внимательно изучал со своими подопечными игру Аксшор. И сейчас вот гости опасно атакуют. Опасный момент. Блестяще, блестяще. Александр Лазарев. Спасает свою команду. Страж ворот якутян блестяще в этом эпизоде сыграл. Ну, ждал до последнего, да, Александр Лазарев, не стал гадать. Именно по удару играл вратарь в этом эпизоде и, конечно, отвел угрозу. Но тут, конечно, вопросы к защитникам Арктики. Да, вот передача вдоль штрафной, и там, ну, троих я насчитал. Ну и, конечно, Александр Лазарев выручил свою команду. Подача в сторону вратарской. Но тут без вариантов. Лазарев. Ну, пожалуй, самый опасный момент во втором тайме. До этого мы помним то, что также Аксшор организовал очень опасную атаку, когда вот на Селищева, да, вот делалась передача вдоль ворот, тогда Селищев не успел, но вот сейчас дело вот до удара с опаснейшей позиции дело довели, но на пути мяча у нас стал Александр Лазарев. Ну, команда из Владивостока очень уверенно держит мяч. И это не контроль мяча ради контроля мяча, да, они могут на коротке вот комбинировать и вот искать лазейки, да, вот свободное пространство, вот как сейчас, да. Но в данном случае отбиться удалось. Лыткин сейчас может разгонять атаку своей команды по правому флангу. Есть подключение по центру и по противоположному флангу. Но тут, конечно, атака немножко, ну не то чтобы захлебнулась, она в темпе, конечно, потеряла. И сейчас вторым темпом попытаются организовать атаку футболиста Арктики. Но это уже не первый случай, да, когда вот создается такое впечатление, что ну не то, что не знают, да, что делать, а как бы ребята, кажется, хотят вот найти наилучший вариант для продолжения атаки. И как бы вот атака сильно замедляется, и впоследствии чего вот у нас потери случаются. Как-то решимости больше хотелось бы увидеть. Опасный удар в дальнюю девятку целился игрок Аксшор. Я понимаю, поворотом пробивал Алексей Спиридонов. Очень активен 12-й номер команды гостей. Юркий, мобильный игрок. В первом тайме он также отметился очень опасным ударом, когда закручивал также в дальний верхний угол. Нарушение правил. Но я напомню, что у нас пока только одна желтая карточка была показана в этой встрече. У нас под занавес первого тайма Марк Умаров показал горчичник
Глебу Зорину, когда вот Никита Угай мог развивать очень опасную и перспективную атаку, и тогда вот 8-й номер гостей, конечно, хватал капитана якутян за майку и удостоился, конечно, желтой карточки, заслуженно. Опасное стандартное положение, давайте смотреть. У мяча капитана команды Артем Аграфенин. Рядом также я вижу Константина Гущина, но, по всей видимости, Аграфенин сам будет исполнять стандарт. Ну что, бить будет? Да, так и есть, удар! Выше мяч летит. Ну, согласитесь, расстояние приличное, конечно, было. Ну, в составе Арктики тоже есть специалисты по дальним ударам. Прекрасно помним, как Артем Турляков в одной из выездных встреч забил мяч, ну, я думаю, там 40 метров-то было. Этот гол, кстати, был признан лучшим голом тура. Поэтому толк в дальних ударах у нас ребята тоже знают. Аграфенин с мячом. Хотел сделать передачу. Тут Сивцев хорошо включился в прессинг. Но вот уже не первый раз, да, я отмечаю, как Сивцев очень хорош в прессинге. На короткие дистанции очень хорошо ускоряется 11 номер Арктики. И за счет этого вот уже не раз, да, он застает врасплох своих соперников и цепляет, выгрызает буквально мячи для своей команды. Правда, вот как-то воспользоваться этим, да, толком пока что у Арктики не получается. Вводят мяч в игру якутяне на своей половине поля. Развить атаку тут не позволил Алексей Спиридонов. Снова звучит свисток. Нарушили правила против игрока Аксшор, и сейчас будут они мяч разводить. Ну, напомню, что мы находимся в Якутске. Стадион Туймада имени Николая Николаевича Тарского. Одна из главных спортивных арен республики. Стадион, трибуны которого вмещают 12 тысяч. Большая арена, большая красивая арена, где тут проходят у нас матчи, ну, где Арктика проводит, да, свои домашние матчи. В нашем регионе вообще вот, футбол, конечно, пользуется большой популярностью, один из самых популярных видов спорта наравне вот с вольной борьбой, с национальными видами спорта и наравне с волейболом, да, вот волейбол, футбол. Среди командных, конечно, у нас в лидерах много у нас детских футбольных команд. Специализированные детско-юношеские спортивные школы работают. И вот, конечно, с появлением вот, команды «Арктика», да и вообще с началом юношеской дальневосточной футбольной лиги, у многих, у тысяч вот, юных, самых юных якутян, да, вот, появилась цель. То есть начинает ребенок заниматься футболом уже в смысле о том, что хочу играть за Арктику в юношеской футбольной лиге. Ну и, конечно, вот правительство Республики Саха-Якутия совместно с Министерством спорта региона. Так, тут опасный момент, до удара дело дойдет. Последний момент хорошо подстраховывает Алексей Баширов, если я правильно разглядел, подставил ногу, заблокировал удар. Но третий опаснейший момент уже у ворот якутян организовали гости в начале, ну, во втором тайме. Я думаю, вы сейчас услышали крики Прокопия Федорова, рулевого Арктики. Призывает он своих подопечных не расслабляться, действовать внимательно. Ну а сейчас мы смотрим подачу с углового. Тут на выходе играет вратарь. Хорошо спасает Александр Лазарев. Ну, хорошую встречу проводит страж ворот якутской команды. Уверен в своих действиях вратарь. Ну, все мы помним, да, вот сейв с убойнейшей позиции, когда пробивали гости. Надежен вратарь, не хотелось бы, конечно, сглазить. Но работы у него сегодня достаточно, особенно во втором тайме.
Но мне кажется, гости во втором тайме, да, вот, атакующий натиск как бы увеличили. Но отмечаем Лазарева. Раз за разом вступает в игру и отводит угрозу от своих владений. Как мы знаем, в футболе вратарь — это половина команды. В этом эпизоде с мячом не удалось совладать Алексею Захарову. Ну вот с обработкой, да, что-то у нас проблемы. Много потерь вот именно в этом плане. Удар со средней дистанции воротам угрожал. Макар Наговицын. Ну, как-то выйти из своей половины поля, да, у Арктики что-то совсем не получается. Так, ну тут против Баширова правила были нарушены. Ну тут да, надо как бы сбить темп, мне кажется, да, якутянам, чтобы перевести дыхание, чтобы вот как-то попытаться успокоить игру. Вот Ксшор у нас прям на кураже сейчас проводит последние минуты. Вот сколько опасных моментов они уже организовали у ворот Лазарева. И замена готовится в составе Арктики. У кромки поля я вижу Никуса Татаринова. Прокопий Федоров вносит, да, коррективы в игру своей команды. Тут Сивцев вновь цепляется за мяч. Это вездесущий Сивцев. Очень хорош он сегодня в плане перехвата, в плане прессинга. Вот хорошо было бы, если бы его сокомандники также все были столь же заряженные и яростные в перехватах, в прессинге. Прессинг — это, конечно, дело командное. Прессингом не должен заниматься только один игрок. Не говорю, что якутяне стоят как вкопанные, да, просто отмечаю, что уж больно сильно активен в этом плане Сивцев. Опасная атака у нас разворачивалась до этого мгновения. Удалось сохранить мяч в поле. И даже в обыгрыш идет. Но тут вынос нужен, да. Тут церемониться ни в коем случае нельзя. Опасная атака. И, конечно, тут надо играть на вынос. Ну, что, собственно, и сделал, да, защитник Арктики. Ну, что-то много свободных зон появляется, да, вот передачи низом вот доходят до адресата, и очень опасно получается. В атаке проводит последние минуты команда гостей. Передача в штрафную. Так, показалось, что рукой, что ли, сыграл. Ну, раз нет свистка, надо играть. И дойдет дело до удара. Есть удар. Василищев с убойной позиции, да, ну, кажется, сам не верил в то, что дадут, да, якутяне пробить с этой позиции. И удар получился, вернее, будет удар не получился. Ух, ну тут по своим воротам начинаем бить. Тут как бы аналогия, да? Бей своих, чтобы другие боялись. Тут, конечно, не самая удачная аналогия. Вот, ну, Александр Лазарев полностью контролировал ситуацию. Замена сейчас будет проведена в составе обеих команд. Так, в составе Арктики поле покидает Сергей Кургутов. И вместо него на газон выбегает Никус Татаринов. Ну, анонсировал я, да, эту замену. Что-то долго эта замена у нас. Ну, момент, да, искали. Так, и у Ксшор у нас поле покинул Никита Казубов. И появился Дмитрий Завродский.
Ну что ж, провели замены оба тренера, как Алексей Ряхин, так и Прокопий Федоров. Посмотрим, как свеженькие игроки смогут помочь своей команде во втором тайме. Никита Угай с мячом. Хорошая передача на правый фланг. Тут Лыткин мог забегать, но защитник Икс-Шор на месте. Половину второго тайма команды уже отыграли. И, как я понимаю, сейчас у нас, да, перерыв на водопой. И тренеры сейчас имеют возможность дать наставление своим подопечным. Ну вот, сейчас мы можем видеть, да, то, что в красной футболке это у нас Прокопий Федоров, главный тренер команды «Арктика». Рядом с ним Влад Беляев, начальник команды. Ну и команда хозяев сейчас, ну, как и их соперники, получает наставления от своих тренеров. Алексей Ряхин сейчас, как мы видим, тоже дает указания своим футболистам. И Марк Умаров дает свисток, тем самым призывая игроков вернуться на свои позиции. Так, я там заметил, что Никите Гамзякову, да, вот в экспресс-массаж сделали. Надеюсь, что все в порядке, и речь не идет о каком-либо перенапряжении. Гамзяков тоже проводит очень хорошую встречу. Хорошо он сегодня передвигает мяч, так и в подкатах стелился, мы помним, в первом тайме очень здорово. И подача в штрафную, но тут Сивцев один. Ну, самое верное решение, кажется, мне принял Сивцев. Сделал скидку на Угая. Хорошо развернулся Захаров. Делает передачу на правый фланг. Но тут навес, конечно, совсем неудачным получился. И не понимаю, зачем так высоко поднимать мяч. Когда как можно, наверное, ну, как мне кажется, да, можно было сыграть попроще. Как-то не очень заметен сегодня Никита Угай. Обычно Никита очень много бегает, он вот выбегает именно на длинные передачи. Хорошая скорость у 7-го номера, у капитана Арктики. Ну, конечно, мне кажется, это еще и связано, ну, в первую очередь связано с тем, что несколько другие задачи сегодня стоят перед капитаном. Прокопий Федоров, видимо, попросил, да, Никиту играть как бы ближе, ну, из глубины, потому что в предыдущих встречах, да, Никита практически играл как бы, ну, второго форварда, что ли, вот, когда выбегает, откликается на передачи. Сейчас он на преимущественно позиции треквартиста играет, если говорить терминами итальянского футбола. Но тут Сивцев, ну почему не побороться, да? В плане физической борьбы тут не смог он навязать, да, конкуренцию Денису Шкабою. Вновь очень как-то легко мяч доводят до штрафной гости. Но тут в обыгрыш в одного, конечно, не пойдешь против всех. Так, тут попытка. Ну, не думаю, что тут, конечно, игрок Шор планировать за шиворот Лазареву мяч закинуть. Это скорее передача была. Ну, вот Никита Угай. Ох, да. Хорошую технику демонстрирует у нас футболист Икс-Шор. Это Камбаров был.
Но в таких моментах, да, говорят нутмек или же панна, как хотите. С техникой у этого парня все в порядке, как мы заметили. И сейчас будет вводить мяч в игру Артем Аграфенин, капитан гостей. Ну что, загружает мяч в штрафную. И ух, какой удар! Вновь на высоте Александр Лазарев. Через себя, да, умудрился пробить после длинной такой передачи в исполнении Аграфенина, да, вот и удар получился, на удивление, да, вот точным. Ну и Александр Лазарев не растерялся. Перевел мяч над перекладиной. Очередное спасение в исполнении стражи ворот якутян. Разыграли угловой гости. Будет еще одна подача. Ну или розыгрыш. Ну и смотрим. 4 игрока внутри штрафной. И на подступах еще 2. 5 игроков внутри штрафной. Подача. Во вратарскую. Так, тут Лазарев немножко не рассчитал, да, траекторию своего выхода, но обошлось. В подкате хорошо играет капитан Аксшор. Сейчас будет он делать передачу. Серия рикошетов. Ну, никак не получается вынести мяч. Сейчас очень опасная атака может получиться. Дойдет дело до удара. Тут так, тут падение есть. И Марк Умаров показывает на точку. Ну, все вот исходит, да, из неточности. Вот сейчас на самом деле вот просто возьми да вынес мяч, да, всего этого не случилось бы. Но тут серия вот этих вот рикошетов, и, как я увидел, игрок Арктики как раз таки пытаясь вынести мяч и протолкнул мяч в сторону вратарской, в сторону центра. И смотрим, у мяча сейчас Дмитрий Завродский будет бить, как я понимаю. Да, Дмитрий Завродский, игрок, свежий игрок. Не забиты у него ноги, конечно, на свежих ногах. Сейчас будет исполнять 11-метровый. Так, смотрим. Штанга! Штанга! Не смог Дмитрий Завродский реализовать 11-метровый удар. Но тут, конечно, штанга сыграла на стороне Александра Лазарева. Но заслужил, конечно, вратарь. Ну да, потеря опасная. Сейчас Селищев мог выбегать 1 на 1. Ну что ж, ну, на самом-то деле, будем честны, да, Аксшор на 1 гол-то точно наиграл во втором тайме. Сколько опасных моментов они создали. И вот получили они прекрасную возможность, да, для того, чтобы открыть счет. Пенальти, конечно, был поставлен абсолютно справедливо. И тем не менее, не смогли воспользоваться этой возможностью. Казалось бы, да, Дмитрий Завродский, свежий игрок, вышедший на замену. Но не смог забить. И замена готовится в составе Арктики. На поле готовится выйти Лука Калинин. Тем временем атакует его команда. Не удалось продвинуть мяч по правому флангу. И посмотрим, чем ответят гости. Ну, на такую передачу, конечно, Селищев не будет отвлекаться. Не его дело, вот, да, выбрасывать спринты на такие передачи. Вот сейчас опасно. Хорошая передача, удар мимо. Очередная опасная атака в исполнении гостей. Могла закончиться взятием ворот. И замена. Так, интересно. Тимур Сивцев покидает поле. Но тут, конечно, да, звучат аплодисменты. Блестящую встречу провел Сивцев. В команде Арктика произошла замена.
Очень много он сегодня боролся, включался в прессинг и абсолютно заслуженно сейчас аплодисменты прозвучали. Пусть и не такие громкие, как хотелось бы. Хорошие перехваты сейчас. Может получиться очень опасно. Но просит передачу. Лыткин. Ну, мне кажется, Лыткин еще и бежал в положении вне игры. В офсайде находился 20-й номер Арктики. И передача, ну, совсем не точной получилась. Турляков с фланга делал эту передачу. Перевод на левый фланг не получился. Перехват. И сейчас Лыткин цеплялся за этот мяч. И еще одна атака. Ну что? Удалось сохранить мяч. И в атаке футболисты Арктики. И, ну что, Турляков ищет своих сокомандников. Но тут замешкались, да. Путаница, и сейчас опасная атака. Ответ гостей, посмотрим, чем они ответят. И доходит дело до удара. Ну, простили. Селищев с убойной позиции не смог пробить должным образом. Ну, сколько вот перехватов, да, уже в исполнении гостей мы видим. Хотелось бы, да, чтобы вот, ну, футболисты Арктики как бы были постоянно наготове принимать передачи, и тогда бы вот этих вот перехватов было бы меньше. Но перевод на левый фланг, и тут, конечно, должен успевать. Но нет. Лука Калинин на свежих ногах, на всех парах мчался к этому мячу, но не успел 19 номер Арктики. Но тут, конечно, еще и нужно отметить, что передача-то неудачная была. И тут, несмотря на все старания Калинина, конечно, не удалось мяч сохранить. Ну что, несколько снизился темп. Прекрасную возможность упустили гости. Не смогли они реализовать 11-метровый удар. И сейчас у нас на табло по-прежнему горят нули. Ну, надо, конечно, сейчас что-нибудь, да, стараться придумать. Арктики вот сейчас много атакуют Аксшор. Как они могут хорошо организовывать атаки, мы это прекрасно поняли. Но вот сейчас на Лыткина можно делать передачу. Ну что, в обыгрыш идет. Так, падение. И Умаров показывает, нужно подниматься. Мне тоже вот показалось, что Захаров вот сам наткнулся, да, на игрока Аксшор. Что в итоге Умаров передумал? Но меньше 10 минут остается играть, дорогие друзья. Матч у нас потихонечку близится к завершению. И результативных ударов мы все еще не видели. Так, и штрафной в пользу якутян. И сейчас Марк Умаров показывает, да, показывает Алексею Захарову свисток. Но тем самым, да, вот отмечая, что мяч мы будем разыгрывать строго по свистку. Ну и посмотрим, как сейчас воспользуются этим штрафным футболисты Арктики. Итак, смотрим. Хорошая передача на ближнюю штангу, во вратарскую. Так, я извиняюсь, Турляков делал передачу, а не Захаров. Я разглядел единичку на майке. Вот сейчас вот Захаров пытался
за этот мяч зацепиться, но вновь прозвучал свисток, и на сей раз в пользу Ксшор. Сразу разыгрывает мяч гости, из чего мы можем понять, что все-таки рассчитывают они все-таки увести из Якутска 3 очка. Какой прорыв по левому флангу. И подача. Ну, от игрока Якутии, Арктики, казалось, да, уходит мяч. Нет, все-таки последнего мяча коснулся футболист команды из Владивостока. Прокопий Федоров призывает своих подопечных располагаться выше и играть уже. Так, ну тут борьба в воздухе, по итогам которой вновь у нас звучит свисток и фол в пользу гостей. С ближним разыграли гости. Сейчас идет вперед Турляков. Ну что, сейчас выбегает практически 1 на 1. И что у нас? Положение вне игры. Поднимается флаг. Но, как мне показалось, там защитник Шор коснулся же мяча. Ну, во всяком случае, флаг поднят. И опасный момент на этом завершился. В атаке гости. На правом фланге Шкабой. И делает подачу. Есть удар. И Баширов там головой мяч выбил за штрафную. Вот смотрим, сколько игроков на половине поля Ксшор, да. Ромб разыгрывают гости. Ух, как тут хорошо действует капитан Артем Аграфенин. И что это, удар? Да, это удар. Ну, все игроки, да, вот находятся на половине поля якутян. И даже когда вот мяч вводят в игру хозяева, очень высоко встречают гости своих соперников. Ну, тем временем 2 минуты, меньше 2 минут осталось играть. Но это я говорю про основное время. Хорошо цепляется за мяч. Сейчас можно что-нибудь допридумать. Алексей Захаров делает передачу. И сейчас можно бить. Нужно бить. Удар не получился, но тем не менее мяч все еще у якутян. И нужно продолжать эту атаку. И вновь тут свисток не в пользу Арктики. Турляков мог, конечно, тут забивать. И тут же ответ гостей. Мягкая передача вдоль ворот. И хорошо тут подстраховывает Айтал Филиппов. Выручил. Спас свою команду от неминуемого гола. 9-й номер. Ну, веселая игра пошла под занавес второго тайма. Качели. Ну и угловой в пользу гостей. Никита Воевода, лучший ассистент ЮФЛ, сейчас будет подавать. На его счету 6 результативных передач. На выходе играет Александр Лазарев. Ну, конечно, отмечаем, да, игру Стража ворот Арктики. Сегодня он просто на высоте. Сколько он выручал свою команду, и, казалось бы, мертвые мячи, да, вытаскивал. А вот в пользу Арктики. Но тут Алексей Спиридонов не стал придумывать велосипед. И просто мяч отправил в аут. И тут опасная атака вновь в исполнении якутян. Но передачу нужно было делать-то. Ну, задержал тут мяч, конечно. Передержал. Казалось, там на самом деле делает передачу, да, там по центру штрафной располагались 2 игрока Арктики. На бьющих позициях они оба были. И сейчас
Ну что, тут борьба в воздухе будет, но тут, конечно, у вратаря серьезное преимущество, ведь он может играть руками и перевесить, да, Казакова в данном случае, конечно, было практически невозможно. Но тут Гамзяков на месте. Тоже не стал мудрить и просто мяч отправил в аут. Марк Умаров, главный арбитр сегодняшней встречи. Интересно, сколько добавит. Вот сейчас мы узнаем. Минуту, как и в первом тайме. Минуту добавляет Марк Умаров. Ну и давайте смотреть концовку данной встречи. Доходит дело до удара. Положение вне игры было зафиксировано. Ну сколько уже вот ударов было, да, из... Ну, внутри штрафной, да, вот мяч получает игрок гостей, и вот сколько уже таких ситуаций было. И, к счастью для якутских футболистов, вот удары то не получаются, то вот мяч летит мимо ворот. Ну и, конечно же, в остальных случаях Александр Лазарев вступает в игру, причем очень-очень здорово. Ну что ж, гарантирована нам напряженная концовка. Компенсированное время у нас уже завершается, близится к своему завершению. И буквально команды сейчас имеют последнюю возможность для того, чтобы все-таки открыть счет и вырвать победу в этой встрече. Подача в штрафную. И тут у нас Турляков хорошо отборолся и делает подачу в штрафную. Но тут, конечно, его сокомандников не оказалось. И все. Марк Умаров дает свисток и тем самым фиксирует ничью без забитых мячей. Устали футболисты, конечно, валятся они на газон. В такую жару играть, конечно, тяжело. Ну а мы, дорогие друзья, фиксируем счет 0-0, дорогие друзья, ничья. Призываем вас не отключаться. В скором времени мы пообщаемся с участниками данной встречи и с тренерами обеих команд.